Что бы ни случилось, каковы бы ни были обстоятельства, вы всегда останетесь победителем своего путешествия. Моя любовь следует за тобой. Доверься мне и оставь этот день в моих руках. Врата откроются, бури пройдут, победа проявится, и придут ваши благословения. Не сдавайся сейчас, подожди, я даю вам силу и мудрость, чтобы пережить это время испытаний, через которые вы проходите. Под своими крыльями я буду защищать там, где противник не сможет до тебя добраться. Я подниму тебя и утешу своей любовью, когда ты почувствуешь усталость. У меня есть желание и способность изменить вашу жизнь, и это именно то, что я собираюсь сделать. Услышь мои слова, сынок или дочь, даже если ты не до конца понимаешь, зачем ты находишься в этом мире и как сюда попал. У вас есть драгоценная, мощная и чрезвычайно важная причина осуществить мечты, которые я вам дал, совершить необыкновенные подвиги. Я был творцом твоего существования, вы не являетесь результатом случайности или случайности. Это был мой выбор – дать вам жизнь и поместить вас в этот мир с целью, чтобы вы стали источником благословения для себя и других. Протяните свою веру и поднимите головы сейчас. Я хочу видеть улыбку на твоем лице. Вспомните те времена, когда вы боялись, что не сможете преодолеть трудности, и подумайте о том, какой вы сейчас здесь, умнее, сильнее и мудрее. Я выбрал тебя, сына или дочь, несмотря на твои ошибки и моменты, когда ты забываешь, что я всегда рядом с тобой. Я выбрал тебя, потому что хочу, чтобы ты стал успешным, уважаемым, благословенным и реализованным человеком. Я хочу, чтобы вы посеяли новые семена любви и пожинали обильные плоды радости и процветания. В тебя я вложил дар любви, прощения и помощи. Я хочу, чтобы ты продемонстрировал мою любовь своими действиями. Пусть своими руками вы коснетесь жизни многих людей и их сердец. Я поднимаю вашу веру на уровень, которого вы никогда раньше не испытывали, и, если необходимо, я лично буду приходить и каждый день напоминать вам, чтобы вы сосредоточились на мне. Я покажу тебе свою волю и свое слово разными способами. Не бойся, ибо я помогу тебе, не расстраивайся, ведь я люблю тебя. Поверь мне, продолжай, потому что я рядом с тобой. Ободряю тебя, дорогой сын, дорогая дочь. Несешь в своем сердце. Ты в моих руках, не бойтесь, я здесь, чтобы поднять вас, смыть ваши грехи и изменить вашу жизнь, чтобы принести вам комфорт. Во времена печали взгляни на небо, не прячь слез, ведь я знаю всю боль, которую ты привязанность, в которых вы нуждаетесь. Пусть слезы текут, когда ты чувствуешь мои искренние объятия, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Мое желание – навсегда избавить вас от боли. Все, с чем ему пришлось столкнуться, было очень трудным. Я знаю, я слышу твои слова, даже если ты не произносишь их вслух, с твоими слезами они падают мне в руки. Я понимаю твои чувства, то, через что ты проходишь. Вы деградировали и чувствуете себя никчемным. Обратите внимание на то, что я говорю, мои слова наполнены любовью. Для меня ты имеешь бесконечную ценность, и величайшая жертва во Вселенной была принесена из любви к тебе, с моей собственной кровью. Я вижу твои ошибки и устраняю твои сожаления, чтобы тебе больше не пришлось страдать. Те, кто смотрит на вас свысока, совершают большую ошибку. Пожалуйста, прости их и отдай мне свой гнев, печаль, ярость и разочарование прямо сейчас,
все те чувства, которые затрагивают ваше сердце. Вам также пора простить себя, сына или дочь. Я уже простил тебя, пусть мир наполнит твое сердце, возложи тяжкое бремя в мои руки. Я сотру твои ошибки, вам не нужно. Помимо того, что я их ношу, я испытываю к тебе глубокую любовь, независимо от того, сын ты или дочь. Я желаю, чтобы вы прожили жизнь, полную значимых побед. Поэтому я с любовью призываю вас проснуться сегодня с обновленным настроем. Я даю вам способность осознать, насколько вам повезло. Когда вы откроете глаза, вы обнаружите больше благословений и почувствуете еще большую благодарность. Ваша хвала звучит как небесная мелодия в божественном царстве. Ваше поклонение действует как ключ, открывающий двери к благословению, изобилию, здоровью и истинному процветанию. Позвольте мне взять вас за руку, ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Найдите минутку, поделитесь со мной тем, что вас беспокоит. Я чувствую твою печаль, я знаю это, я чувствую боль, которая молча тебя терзает, рвет твою душу изнутри. Столкнитесь с проблемами, которые падают, как листья на землю. Вы страдаете от невыполненных обещаний, несбывшихся мечтаний и клятв в любви, которые отправляют вас в путь, откуда нет возврата. Ваша печаль зашкаливает. Я не хочу, чтобы ты продолжал в том же духе. Вы позволили другим унижать ваше достоинство и ценность. Теперь, хотя бы на мгновение, позвольте мне выразить то, что я думаю и чувствую к вам. Ты здесь, окутанный мантией моей любви, защищенный моим покоем, защищенный в моем сердце. Никогда не забывай, что никто не может не разлучить тебя со мной, не отвести от тебя взгляд. Ты мой сын, моя дочь, которую я очень люблю. Почему ты боишься? Почему ты плачешь? Почему ты оглядываешься назад? Почему ты отводишь взгляд, когда перед тобой твои настоящие мечты, счастье, к которому ты стремишься? Для вас все обеспечено. Я обещал это несколько раз, но ваша роль – верить, отвергать обманчивые голоса тех, кто завидует вам и стремится отнять у них благословение, которое они никогда не получат, потому что они отвергли истину. Ты думал, ты отдал мне свою жизнь, а я отдам еще больше. Навсегда здесь, под защитой моего покоя, окутанной моей любовью, ты будешь жить в безопасности. С сегодняшнего дня ты никому не позволишь говорить тебе, что ты не можешь осуществить свои мечты или что ты их не заслуживаешь, что для тебя ничего невозможно. Они не понимают моей любви, они не знают моей силы, они не могут понять, что я Бог всемогущий, Создатель Вселенной. Для меня нет ничего невозможного. Склоните сейчас головы и от всего сердца поблагодарите за то, что дает вам Отец Небесный: любовь, спасение, безопасность, защиту, утешение, мудрость, здоровье. Вы получили много подарочных сертификатов и еще больше. Прими меня в свое сердце, открой мне двери своего дома, всегда произноси мое имя. Запомните мои слова, произнесите обеты вслух. Помните, что небеса открылись вам на этом новом этапе вашей жизни, полном мира, простоты сердца, изобилия и процветания. Сегодня я забираю вашу печаль, исцеляю вашу душу и дарую вам благословения, которых вы заслуживаете. Я воплощу ваши мечты в реальность. Скажи мне, что ты думаешь, послушай меня несколько минут, прежде чем продолжить свой путь.
Я рад видеть хорошее дело, которое вы делаете, вашу преданность своей семье и то значение, которое вы придаете своим отношениям со мной. Я знаю, что могу доверять тебе, и что ты будешь мудро использовать то, что я тебе даю. Вы не негативный человек, вы не противоречите мне и не ослушаетесь, когда я иду по вашему пути. Многие в этом мире думают, что найдут счастье и успех вдали от меня, не понимая, как важно, чтобы их семьи, их дети, их близкие знали меня и шли по правильному пути. Ты не такой, мое слово находит отклик в твоем доме. Вы проделали исключительную работу, предоставив мне пространство, которого я заслуживаю, поэтому всегда верьте, что ваш дом охраняют небесные ангелы. Сосредоточьте свой взгляд на том, что действительно важно на своей семье. Гармония и любовь вечны. В своей работе и во всех своих профессиях вы будете действовать усердно и честно. Ваши слова не ранят душу и не ударят беспощадно. Ты полон прощения, и мое присутствие будет будить тебя каждый день, организовывать твои чувства и ставить их на место. Подобно тому, как солнце всходит в свое время, ваши эмоции будут течь, каждое в свое время. Ваши дни будут наполнены воодушевлением, спокойствием, энтузиазмом, радостью и миром. Это за пределами чуда, это награда, исходящая от моего трона для сердец, которые действительно ищут меня. Я не спрятан, и меня не трудно найти. У многих затуманенное зрение, они говорят, что ищут меня и ничего не находят, но когда повязки, закрывающие глаза, падают на землю, они понимают, что я всегда был перед ними. Вот теперь я знаю свою улыбку. Твоя жизнь меня радует, делает меня счастливым. У меня нет к вам претензий. Не зацикливайтесь на своих недостатках и несовершенствах, не расстраивайтесь, если однажды ваши обвинители вернутся. Зависть поглощает их. Ты стоишь полный сил в жизни. Есть много благословений и дел, возможностей помогать и служить. Вы и ваша семья будете радостью и благословением для народов. Никогда не переставай доверять мне. Скажите вслух: «Я принимаю свое благословение, сын или дочь». Прямо сейчас я убираю все беспокойства из твоего сердца. Наполните свою жизнь миром и радостью. Я слушаю твою молитву по воле моей, и в свое время дам тебе блага, о которых ты просишь меня. Я прошу вашего терпения, я сдвину еще много гор, уберу с твоего пути людей, которые могут тебе навредить, приведу новых друзей. Красивые люди приедут издалека и будут ценить тебя, хорошо относиться к тебе и любить тебя. Я хочу полностью изменить твою жизнь, поверь, я это сделаю. Вы должны быть готовы принять чудеса, которые я совершу в вас и в вашей семье. Вы человек, который серьезно относится к моим словам, и мне это нравится. Продолжайте молиться за каждого человека, которого вы любите, но также молитесь и за тех, кто находится далеко от вас. Твоя молитва достигает моего трона, и моя могучая рука действует в твою пользу. Вы увидите множество изменений в своем характере и почувствуете еще большее желание сражаться и достигать своей мечты. Я изливаю свою любовь на твою жизнь и на всю твою семью. Проживите этот день мирно и не слушайте никого, кроме меня. Многие придут и попытаются сбить вас с вашего пути.
Они хотят, чтобы вы взяли на себя обязательство украсть ваше счастье, разочароваться и вернуть вас на неправильный путь. Поэтому я предупреждаю вас действовать мудро. Будьте очень осторожны с людьми с плохими намерениями, потому что они могут подвергнуть вашу жизнь опасности. Хотя это правда, что я хочу защитить вас, я уважаю вашу свободную волю, и если вы не пригласите меня в свои решения и не отдадите мне приоритет, враг может отвлечь вас и лишить вас уже имеющихся у вас благословений. Ищите меня каждый день, прислушивайтесь к моему слову, слушайте и принимайте. Я говорю с тобой с любовью и мудростью, чтобы ты знал, что я люблю тебя, что я забочусь о тебе и что я хочу, чтобы ты полностью отдал мне свою жизнь и свое сердце. Сохраняйте спокойствие, потому что у меня все под контролем. Наполните свое существо миром и надеждой. Всегда помни, как сильно я тебя люблю. Я знаю, что ты любишь своих детей и что они важны для меня. Я записал в своей книге их имена, лица, сердца, мысли, желания, ошибки, борьбу и желания. Я не забуду, как много они для тебя значат. Я хочу, чтобы ты успокоился и больше не страдал из-за принятых ими решений. Кажется, они идут по неправильному пути. Не беспокойтесь о том, что вы больше не можете контролировать. Отдайте все свои заботы в мои руки и сосредоточьтесь больше на своей жизни. Чрезмерное беспокойство ослабляет вас. А еще они крадут ваш покой. Сохраните свою энергию и свою веру, потому что я хочу, чтобы вы молились за них. Пришло время отказаться от вещей, от которых вам нужно избавиться. Голуби выросли и теперь должны летать. Освободите их с уверенностью, позвольте им взмахнуть крыльями на пути к свободе. Ибо правда в том, что пока я молюсь за них, моя защитная мантия всегда будет их прикрывать. Примите то, что я говорю вам, и доверьтесь моей воле. Ваш разум полон бремени, которое вам не нужно, когда вы поддаетесь искушению контролировать, принимать решения за своих детей, открывать или закрывать для них пути. Оставьте эти вещи мне. Есть грань, которую они не могут переступить, достоинство семьи и дома. Они всегда должны будут это уважать. Если они делают что-то не так, ты не можешь молчать. Я дам им силу, мир и мудрость, когда мне придется встретиться с ними лицом к лицу, но я никогда не буду говорить в гневе. Обратите внимание на то, что выходит из ваших уст. Сказанные слова и предпринятые действия могут нанести глубокую рану или заживить. Я не ошибся с тобой, не наказываясь за свои ошибки. Я пришел, чтобы дать вам любовь и спасение. Теперь сделайте то же самое с детьми, которых вы носите в своем сердце. Поверьте, будут ошибки, потекут слезы, но спасение, пришедшее в вашу жизнь, придет и к вашим детям в свое время, в идеальное время. Они достигнут предела, который я установил, придет истинное покаяние, и они вернутся домой, принеся с собой благословения, которые наполнят ваш дом и принесут вам долгие годы счастья. Вы примите их со своим прощением и благодатью и дадите им второй шанс. Я вижу, что он полон беспокойства, потому что чувствует, что его дети в опасности. Продолжайте молиться за них и относитесь к ним с уважением и любовью. Работайте с ними, и вскоре вы заметите изменения. Поначалу изменения будут небольшими, но со временем они пойдут по тому пути, который я им предлагаю.
Простите их, как я простил вас. Продолжайте говорить с ними так же, как я продолжаю говорить с вами. И никогда не забывай мою любовь и заботу. Делайте то же самое со своими детьми, потому что они часть вашего сердца. Я дам вам силу и мудрость проявить терпение, какое бы решение ни приняли ваши дети. Я знаю, что это сложно, но уверяю вас, что я буду продолжать действовать ради вас и ваших детей в их жизни. У меня есть будущее добра, мира, процветания, благословения, духовного роста, семейной гармонии и единения. И если в прошлом в вашем доме были напряженные отношения, ссоры и крики, вы увидите, что в ближайшие дни, благодаря вашим молитвам, я установлю в вашем доме чудесный мир и спокойствие. Ваша жизнь изменится, вся ваша семья преобразится. Вы перестанете беспокоиться, ваши дети начнут действовать разумно и ответственно. Мое присутствие и благословение будут царить в твоем доме. Все произойдет потому, что я очень люблю тебя и благодаря твоей настойчивой молитве. Ходите верой, не сомневайтесь. Ищите меня на рассвете, и как только солнце взойдет и наполнит вас дневным светом, моя слава воссияет над вами и осветит вашу жизнь. Тьма исчезнет, твое сердце наполнится моей истиной, твоя душа наполнится силой, и в твоем духе больше не будет печали. Я хочу, чтобы вы молились, искали меня, проводили со мной время, отбросили все отвлекающие факторы и предоставили мне свои мысли и решения. Вы столкнулись с серьезными проблемами и трудными ситуациями. Бывают моменты, когда вы не знаете, что делать. Поэтому повторяю, подтверждаю, повелеваю и прошу, ходите верою, все возможно тому, кто верит в меня, тому, кто знает, что я действительно существую. Для тех, кто решил довериться мне со всеми своими силами, несмотря на все проблемы, с которыми столкнулся. Те, кто знает, что я люблю их и забочусь о них, и что, когда враг нападает на них и плачет, что я оставил их, потому что хочу видеть, как они страдают, знают, что моя любовь вечна и непоколебима. Всегда сын или дочь, я буду направлять твой путь, я буду заботиться о тебе, но я прошу тебя по-настоящему поверить в меня. Невозможно заявить, что ты победишь каждого из них во имя Иисуса. Представьте себе неделю, полную оптимизма, событий, меняющих жизнь и беспрецедентного успеха. Какой-то период своей жизни я был далек от Бога, дрейфуя без цели и оптимизма. Но когда я встретил Иисуса, все изменилось. Я могу сказать вам это с уверенностью, потому что знаю, что Бог позаботится о ваших нуждах и сохранит вас в безопасности согласно своему божественному плану, как и обещал Иисус. Я божество бесконечной доброты и милосердия. Я люблю тебя безоговорочно и никогда не оставлю тебя. Держитесь своего понимания, храните свои молитвы и подтвердите мое обещание. Неожиданные чудеса наверняка увидят мои близкие на предстоящей неделе. Каждый день будет увеличивать ваше финансовое благополучие, обеспечивая более чем достаточно для вас, вашей семьи и будущих поколений. Христиане дают вам силу ваших слов, чтобы сражаться с врагом и его переговорщиками. Используйте его, чтобы желать и требовать моего суждения о вашей жизни и делах. Никогда не недооценивайте силу своих слов. Они могут привести к благословениям или проклятиям, которые останутся на всю жизнь. Подобным образом,
мир Божий должен превосходить человеческое понимание. Берегите свои мысли и свое сердце во Христе Иисусе. В торжественный знак моей доброты и верности иди по жизни, охваченный глубиной моей любви и красоты. Вы можете быть уверены, что я решил защитить вас от кого-то, кто может нанести вред вашей финансовой безопасности. Для драгоценных малышей существует множество преимуществ, бесконечный мир и безопасность окутают вас, когда вас окутают сияющие улыбки, обильное богатство, улучшение здоровья, исцеление и энергия. Возлюбленные, приготовьтесь удивиться безграничному богатству, которое вот-вот встретится на вашем пути, прекрасному здоровью, неограниченным деньгам и изобилию возможностей. В течение следующих 12 часов вас может ожидать огромная радость, которая проявится в любви, благополучии, здоровье и процветании. Следуйте этому сообщению до финиша, чтобы насладиться этими преимуществами по Божьей благодати до конца недели. Доверьтесь стабильному притоку средств и наблюдайте, как ваш бюджет растет в геометрической прогрессии каждый день, чтобы подготовиться к следующему этапу своей жизни. Господь говорит, что нужно быть до краев наполненными безграничной любовью, безграничной верой, крепким здоровьем и изобилием. Это момент, когда ты добьешься успеха, мое дорогое дитя. Никаких лишних расходов, обязательств или неудач, но вас ждет банкротство отвеченных молитв, бесконечные благословения, чудеса и подтверждение веры. Сейчас тот день, когда я получу богатый поток любви, исцеления и успеха, который мне предназначен. Бог благословил мою семью и меня изобилием богатства, любви и мира. Дорогой Господь, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты создал меня, за то, что любишь меня, несмотря ни на что, и за то, что Ты послал Иисуса умереть на кресте, чтобы я мог получить прощение. Спасибо за то, что Вы так добры, Твоя бесконечная любовь пронизывает все мое существо. Это источник благодати, сострадания и доброты. Бог не может перестать пытаться найти путь в вашей жизни, Он готов принять ваше приглашение творить чудеса и творить чудеса, позволить Божьему присутствию обитать в вашем доме и вызывать сверхъестественные изменения и вмешательства во все сферы вашей жизни. Откройте двери сердца, вас ждет поток прорывов, побед и триумфов, так что подготовьтесь на этой неделе. Бог утроит ваши благословения и сделает вас примером безграничных возможностей и чудес, меняющих жизнь, которые Он предлагает. Приготовьтесь к неожиданному угощению, которое вас ждет. Вас ждет настоящая любовь, финансовый успех и независимость. Грядущий месяц обещает быть исключительно долгим, полным радости, обновления и удовлетворения. Потратьте следующие 12 часов, переписывая свою историю, чтобы она была наполнена радостью, целостностью и удовлетворением. Удача, включая любовь, деньги и возможности привести себя в форму, приходит. Есть возможность оплатить все счета и долги в полном объеме, ваша личная жизнь, яд страданий и ваше финансовое положение вот-вот претерпит серьезные изменения. До конца выходных наступит время ответов на молитвы, безграничного мира и множества благословений. Вы готовитесь к сезону взрывного роста, который повлияет на все аспекты вашей жизни – финансовый, эмоциональный, физический и духовный. Благодаря обильным Божьим благословениям и специально помазанным местам вы попадаете в мир великих благословений и чудес. Поток благословений, исцелений, любви и изобилия вот-вот обрушится на вас,
по словам господа, вы вот-вот станете свидетелем чудесного события, которое изменит вашу жизнь и принесет вам больше радости, чем вы когда-либо чувствовали. Вам намечается чудесный план событий, вы и ваши близкие пожнете благословение Его благодати, которое исправит все сломанные места в вашей жизни. В ближайшем будущем ваш требовательный банковский счет в 6 банках будет в центре внимания, когда вы сядете в свою новую машину возле дома. Я позабочусь о твоих финансовых обязательствах и твоем горе, мое дорогое королевское дитя. Защитите своих близких, пока вы принимаете судьбоносное решение. Получите максимальную пользу от этого года, сосредоточившись на своем здоровье, восстановлении разрушенных отношений и восстановлении своих финансов. Оставьте свои проблемы в прошлом, я держу тебя на руках, пока ты плачешь. Помните, что какой бы темной ни была ваша ночь, Бог с вами и никогда не оставит вас. Бог собирается открыть дверь в разгар сезона, обещающего радость, любовь и гармонию. Вы надеетесь и молитесь, чтобы следующие 7 дней были идеальными. Клянусь, проклятие будет снято, твое здоровье улучшится, а твое богатство увеличится. Всякий раз, когда на тебя обрушивается буря, я здесь, чтобы поддержать тебя. Я предусмотрел все ваши нужды, буду охранять вас и благословлю вас. Вы и ваша семья найдете нужных людей, ваше здоровье улучшится, двери откроются, желания могут сбыться, и ваши молитвы могут быть услышаны. К концу этого месяца вы испытаете невероятное исцеление и полное выздоровление от болезней и долгов. Вы будете удалены от боли, конфликта и тоски от Бога. Готовы ли вы к приходу сезона освобождения, процветания, восстановления, выздоровления и новых открытий? Чудесные события ждут во второй половине следующего дня. Приведите себя в порядок, чтобы на ваши искренние молитвы был получен ответ. Дай Бог вам поскорее здоровья, благополучия и любви. Приближение марта может шокировать ваших противников и потрясти весь ваш мир. Рад сообщить вам, что это ваше второе пробуждение. Возможно, вам пришлось пережить много боли и страданий, но, пожалуйста, знайте, что я готов выплатить вам значительную финансовую награду. Ваше финансовое положение вот-вот резко улучшится, и вам даже не придется для этого работать. Процветание найдет вас. Ваше здоровье, ваши отношения и ваш бюджет будут восстановлены в моих руках. Поверьте мне, когда я говорю, что я божество восстановления и спасения. Мои близкие с вами согласятся. Я могу подарить вам жизнь, богатую изобилием, прекрасным здоровьем, безграничным удовольствием и радостью. Эти гарантии не пустые слова. Я Бог движения и обычно хорошо держу свое слово. В эти дни Бог говорит мне, что у меня есть способность видеть ошибки и исправлять их, побеждать всех врагов и устранять все препятствия. Приходите ко мне, и я исцелю ваше разбитое сердце и восстановлю вашу финансовую стабильность. Я знаю, что многие из вас сталкивались с денежными проблемами, и я хочу, чтобы вы знали, что у вас есть моя поддержка. Доверьтесь мне, и я проведу вас к лучшему сезону в вашей жизни. Я приблизю вас к изобилию, которое я запланировал для вас. Я хочу, чтобы ты преуспел во всем, что ты делаешь, поэтому я даю вам благословения, возможности и улучшения. Я больше не буду стоять в стороне и смотреть, как зло торжествует над добром.
потому что я праведный Бог. Я могу поднять оружие в твою защиту, мой дорогой мальчик. Приготовьтесь насладиться временем отдыха и восстановления своего здоровья, финансов и отношений, пока я творю мои чудеса в вашей жизни. Вы будете полны радости, и вы и ваши близкие обретете лучшие обстоятельства, если подчинитесь моей воле. Я могу исцелить каждую область вашего тела, которая болит, и каждый недостаток может быть превращен моими руками в триумф, если вы поверите мне на слово. Я не разочарую вас, несмотря на ваши трудности. Бог активно работает, чтобы дать вам победу. Всегда помните, что у вас есть поддержка вашей веры. Господь обещает свое вечное присутствие. Вы столкнетесь со своими проблемами бок о бок и выйдете победителями по всему миру. Пусть ваша жизнь будет наполнена миром и радостью. Более того, ваша любовь, богатство и здоровье принесут вам огромную радость. Вы собираетесь сделать гигантский шаг, который позволит вам удивить своих врагов и изменить мир. Комната, в которой вы отдыхаете, теперь объединилась с небесными духами, и вы были выбраны, чтобы воспользоваться ее невероятными преимуществами, поэтому вам лучше уйти отсюда как можно скорее. Придите к свету, и Святой Дух чудесным образом направит вас. Двигаясь вперед, приближайтесь к благословенной жизни, полной изобилия, любви и радости, ставшей результатом вмешательства могущественного Бога. Сейчас я освобождаю вас от оков болезней, бедности и желаний, которые мешали вашему прогрессу. Слезы радости превратятся в слезы печали, ваша боль утихнет, а трудности превратятся в возможности. Если вы посмотрите это видео, Бог обещает вам, что март станет замечательным временем в вашей жизни. До самого конца Божья рука будет сопровождать всю вашу жизнь, обеспечивая чудесное исцеление и возвращая вашему телу оптимальное состояние здоровья. Я стремлюсь совершить немыслимое, потому что я божество чудес. Наблюдайте за цепной реакцией чудесных изменений в вашей жизни, происходящих в результате вашей веры в меня. В трудные времена они являются убежищем, где обретаются ваша жизненная сила и все ваши дары. Как Создатель мира и Верховный Бог, я могу делать то, что вы никогда не считали возможным. Нет ничего невозможного, если вы мне непоколебимо доверяете. Я могу увеличить вашу прибыль. На этой неделе вы сможете достичь богатства, превосходящего ваши самые смелые мечты, если вооружитесь своим банковским счетом. Независимо от того, насколько тяжело вам приходится физически, финансово или эмоционально, действуйте так, как будто чудо уже близко. Знай, что бы ни случилось, любовь моя, я никогда тебя не оставлю. Дом вашей мечты, работа вашей мечты, любовь вашей мечты и финансовая мечта – все уже в пути. Я верю, что это реально, благодаря моему безупречному выбору времени и обильным запасам. Наше тело исцелятся, мы освободимся от долгов, оправимся от распавшихся браков и будем свободны от порока. Следующие выходные обещают быть совершенно невероятными, полными революционных открытий. В это время вы можете найти облегчение от своего беспокойства, восстановление утраченного и значительные финансовые ресурсы благодаря ослепительным перспективам, обнадеживающим новостям, улучшению здоровья, успешному развитию и хорошим достижениям. В наступающем сезоне вас ждет небывалое богатство и изобилие. Преимущества начнут приходить в вашу жизнь так, как вы никогда раньше не могли себе представить.
Пусть ваш финансовый счет растет в геометрической прогрессии, превосходя ваши самые смелые мечты. До наступления сроков погашения вы также должны оплатить все свои платежи. Воспользуйтесь дарованным вам сезоном успеха и финансовой независимости. Бог превратит вашу печаль в радость, по словам Господа, молитвы, которые вы Ему говорили, в настоящее время получают ответ. Масштабные преобразования, инновации и чудеса ожидаются на горизонте 2024 года. Он официально ваш. Клянусь, Бог готов осыпать вас дарами, когда вы будете готовы поправить свое финансовое положение. Итак, когда этот месяц подходит к концу, ожидайте найти повод повеселиться, быть здоровым во всех сферах своей жизни и творить чудеса в трудный час. Бог улучшает вашу жизнь способами, которые вы даже не можете себе представить. С наступлением марта вы собираетесь начать новый сезон. Вы будете в экстазе, потому что благословения и чудеса начнут проявляться как часть вашей повседневной радости. Дорогой Отец, давайте объединимся в молитве. Вы превосходите других, и ваша милость и любовь ко мне никогда не колебались, и за это я вечно благодарен. Ваш бизнес. Моя глубочайшая благодарность за верность, Боже мой. В эти дни я предпочитаю смотреть вверх, даже когда падаю, потому что знаю, что Твои благословения распределяются мне согласно Твоему великому богатству и славе. В ответ на призыв Иисуса отбросьте все признаки беспокойства. Расширение прав и возможностей тех, кто устал защищать себя. Дайте понять, что вы смотрите им в глаза. Слова Филиппийцам 4:6 должны запомниться вам. Молитесь об этом и скажите Богу, чего вы хотите, вместо того, чтобы беспокоиться об этом. Слава Богу за многие благословения, которые Он уже даровал вам. Вы можете рассчитывать на месяц процветания, здоровья и удовлетворения, который принесет вам удовлетворение, удовольствие и удовлетворение. Пусть непостижимый мир Божий поддержит вас и ваших близких во Христе Иисусе. Пусть ты будешь воплощением моей любви и благодати, и пусть твоя жизнь будет свидетелем моей верности и доброты. Я, Бог, несу ответственность за создание космоса от начала до конца. Они являются источником мудрости, проницательности и знаний. Мои намерения в отношении тебя благие и принесут тебе богатство, а не вред, говорит Бог. Бог восстановит все, что украл у вас противник, включая ваш народ, в это время исцеления, благословений, успеха и гармонии в вашем хождении с Богом. Оптимизм является обычным явлением. Попробуйте сказать это вместе со мной. Уже не я остаюсь, но живет во мне Христос. Поскольку я был распят со Христом, я теперь живу плотским существованием. Религия во Христе, который возлюбил меня и отдал себя за меня, вот то, как я живу. Я Всевышний, который сделал все, я начало и конец, и моя мудрость, знания и информация исходят из меня. Мои намерения в отношении тебя благие и принесут тебе успех, а не катастрофу. Приготовьтесь улучшить свое здоровье, карьеру, деловые отношения и финансы на этой неделе. Чтобы вас полностью удивить, я хочу сделать для вас необыкновенные вещи в вашей жизни. Вы сможете наслаждаться большими и малыми достижениями, а также финансовыми прорывами, поскольку я принесу вам неограниченную прибыль. Приготовьтесь испытать удивительные вещи, которые я запланировал для вас.
Недавно ваша боль превратится в радость, двери откроются, и Бог создаст возможности именно для вас. Я говорю, что то, что Бог запланировал для вас и ваших близких, превосходит ваши самые смелые мечты. Вся честь и слава Богу, скале, на которой покоится Спаситель наш Иисус Христос, подателю обильной благодати и милосердия, облегчающему наше бремя. Возьмите на себя полную ответственность за свои достижения на этой неделе. Что бы вы ни планировали сделать, отдайте себе должное за победу в любом конфликте, которого вы избегаете. Продолжайте говорить себе, что вы добьетесь успеха, даже когда все становится сложно. У вас есть возможность провести продуктивную, насыщенную и процветающую неделю. Если вы помолитесь во имя Иисуса, Бог превратит вашу печаль в радость. Прямо сейчас Иисус получает ответы на ваши молитвы. 2024 год может принести замечательные перемены, инновации и чудеса. По словам Иисуса, я заявляю, что новые начинания и неограниченные возможности доступны для вас. Я продолжаю стучать в дверь твоего сердца, терпеливо ожидая, пока она откроется и впустит меня, потому что я добрый и любящий Бог. Не нужно бояться открыть дверь. Я хочу успокоить твой страх и заменить его чем-то, о чем ты понятия не имеешь. Я нужен тебе, чтобы сыграть важную роль в твоей жизни и быть рядом с тобой на всем пути. Если вы меня впустите, я смогу подарить вам покой, радость и силы до конца месяца. Бог даст тебе повод радоваться жизни, вы скоро пожнете плоды. Ваше финансовое положение улучшится, вы получите исцеление именно тогда, когда оно вам понадобится. Чудеса произойдут, Боже мой, помолимся вместе. Пусть у меня будет крепкое здоровье, успехи в карьере, стабильный доход, крепкие отношения с близкими, мудрые советы, комфорт и вечная любовь, не знающая границ, сейчас и навсегда. Я верю в тебя. В предстоящем марте вы можете пережить переходный период. Бог сотворит в вашей жизни чудо, как никогда раньше, восстановит разрушенные отношения и приведет ваше телосложение в идеальную форму. Не волнуйся, любовь моя, я позабочусь о твоих заботах. Когда вы плачете и ваши глаза наполняются слезами, помните эти 3 вещи, вы можете быть уверены, что Бог никогда не оставит вас. На этой неделе вы можете ожидать улучшения вашего здоровья, энергии, деловых отношений и банковского счета. Бог пошлет вам чудо, чтобы вы могли жить без забот на этой неделе. Я могу удвоить вашу прибыль. Мои выражения могут показаться невероятными, но, пожалуйста, воспринимайте это буквально. Я, божество умножения, желаю даровать вам множество благословений. Я верховное существо, создавшее все сущее, я отправная точка и конечная точка. Я источник. Знания и мои намерения по отношению к вам только благие и приведут вас к процветанию. Если вы поверите в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и провозгласите это своими устами, вы будете спасены. Спасайся по соглашению сердца твоего, оправдайся и исповедуйся языком. По словам Господа, это послание о жизни, которую вы хотите, о возможностях трудоустройства, которые вам нужны, и об отношениях, которых вы желаете. Господь может изменить вашу ситуацию прямо сейчас. Оно может открыть двери, о которых вы даже не догадываетесь. Помимо передачи положительных эффектов, альтернативные сердца восстанавливают урон,
вы увидите, как Бог творит чудеса до конца месяца, это очевидно. Готовясь ко всей боли, страданиям и разочарованиям, которые вы пережили в последнее время, Бог собирается благословить вас двойным благословением. Вся ваша семья будет восстановлена, и вы получите любовь, исцеление и массу, которые принадлежат вам именно тогда, когда вам это нужно. Чудеса произойдут во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы вы всегда помнили, что Господь – ваш пастырь и позаботится обо всех ваших нуждах. Он будет преследовать вас с неизменной любовью и добротой, и вы останетесь рядом с Ним навсегда. Поскольку ваше разбитое сердце ищет утешения в Его обществе в трудные времена, идите с Богом среди своего смятения и одиночества. Обратитесь к Нему, никогда не забуду, что Бог всегда с тобой, даже когда все кажется разбитым и безнадежным. На этой неделе дуют легкие ветры и приносят бури, независимо от того, счастливы вы или страдаете от сложных проблем. Я всегда придерживаюсь вашей точки зрения, я хочу быть рядом с вами, предлагая поддержку и руководство, независимо от того, с чем вы столкнулись. Любую проблему можно решить, и Бог может принести чудеса в вашу жизнь. Его преимущества не ограничиваются ограничениями мира. Верьте в Его силу и надейтесь на лучшее будущее. Бог глубоко ценит вас, на Его пути у Него есть благословения, которые обильно благословят вас и принесут радость в вашу жизнь. Нежной лаской нового ветерка Бог желает восстановить и возвысить вас. Вместо этого вы вернете все, что украл у вас противник, и испытаете неизмеримые благословения в своей жизни. Думая об этом, Бог сотворил весь мир всего за 6 дней. Подумайте, как много вы можете сделать всего за один день, чтобы изменить свою жизнь. Его сила огромна, подчинитесь Ему и увидите чудеса, которые Он совершит специально для вас. Помните, что нет ничего невозможного, когда на вашей стороне Бог, Его неограниченная власть и харизма делают возможным все, даже самое дорогое. Детки, в ближайшие дни вас ждет нечто необычное, настало время безграничной радости, любви и изобилия. В эти дни Бог просит вас признать, что Он – ваш автор и что Он будет постоянно бросать вам вызов, пока вы остаетесь. Это поможет вам защитить себя. Услышав это послание, вы ознаменуете наступление эры безграничной любви и изобилия. Ваше существование, ваше будущее, ваша сила и ваша защита. Двигайтесь вперед с верой, веря, что вы получите чудеса, которые вы еще не можете увидеть. Ожидание невидимого – это навык, которым вы обладаете. Даже если вы считаете свою веру скромной, это все, о чем я прошу. Просто вы должны продолжать притягивать к себе неисчислимые благословения. В минуты твоей слабости я поддерживал и давал необходимые силы для продолжения борьбы за твою победу. Я понимаю, что вы не можете сделать это в одиночку, вам нужна моя помощь. Я рад, что каждый день, рано утром, вы обнаруживаете эту потребность и готовы направлять и благословлять вас, и я это сделаю. Я наполняю тебя мудростью и изобилием, освещаю твой путь, чтобы ты преуспел во всех своих начинаниях. Однако подчеркиваю, что я не говорю о славе или богатстве. Мое благословение продолжительно и приносит истинное счастье, не связанное с поверхностным богатством, мирскими титулами или бессмысленными аплодисментами. Если вы любите меня всем своим сердцем, ищите меня,
вы будете благословлены при одном условии. Вы не будете искать своей славы или смотреть свысока на тех, кому повезло меньше. Вы хотите благословить всех, кого можете. Это называется смирение. Вы не будете фокусироваться на собственной выгоде, вы хотите обеспечить благополучие других, начиная со своей семьи. Вы не хотите гоняться за деньгами и пренебрегать своими близкими. Вы не будете требовать всеобщего одобрения и признания, но дома вас будут скучать по родителям и близким. Действительно, Слово Мое заявляет, что я живой Бог, окруженный славой и великолепием. Я вечная и истинная любовь, я также огонь поедающий, и гнев мой возгорается против тех, кто узурпирует мою славу, тех, кто превозносит себя и выставляет свои искаженные истории с гордостью и тщеславием. Но для тех, у кого такое доброе и искреннее сердце, как у тебя, у меня есть много любви, благодати, милосердия, истинного благословения и венца славы. Сын или дочь, мое благословение следует за тобой. Моя любовь окружает тебя с самого утра, когда ты ищешь меня. Мне очень хочется увидеть, как ты откроешь глаза и, вспомнив обо мне, снова закроешь их. Сделайте это сейчас, закройте их и свяжитесь со мной. Ты почувствуешь мою руку на своем плече, и мой голос вселит в твою душу это слово, которое дает тебе покой и силу от сегодняшнего дня до вечности. Это ежедневное благословение, которого вам следует желать. Окунитесь в эту реку терпеливой и нежной любви, без тщеславия и гордыни. Ты захочешь исполнить мою волю, ты не позволишь гневу одолеть тебя и не будешь стремиться творить зло. Не будете радоваться неправде, но будете радоваться истине. Именно таким должно быть ваше отношение к признанию моей любви и переживанию этой божественной и сверхъестественной любви, которая всегда приветствует вас с искренней преданностью и новыми возможностями. Эта любовь – часть мощного чуда, которое я создаю в вашем сердце, потребности, о которой вы так усердно молились и на которую вы скоро получите ответ. Но сначала погрузись в эту благодатную любовь, научись ходить в ней, верить в нее, принимать ее, а не отвергать ее из-за того, что чувствуешь себя недостойным ее. Моя любовь устанавливает союз между тобой и мной. Не пытайтесь объяснить это миру, потому что они никогда не поймут полностью. Просто возьмите послание и скажите им, что есть Бог, который любит их так сильно, что пожертвовал собой ради их душ и предлагает вечную жизнь и счастье всем, кто верит. Эта любовь, которая вас окружает, является решением ваших потребностей. Верьте, принимайте искренне, отвергайте сожаление и негатив. Мои глаза бродят по миру в поисках таких сердец, как твое, которые не ищут гордо своей чести или славы. Эти слезы, которые так долго текут, принесут свободу. Отпустите то, что вы носите внутри, пусть твои щеки увлажнятся от искренности, пусть твоя грудь наполнится счастьем, пусть твоя душа почувствует себя свободно и умиротворенно. Знайте, что, хотя мир безжалостно избивал вас, всемогущий Бог, ваш Небесный Отец, любит вас сверхъестественно. Ваша молитва – это победа, это радость, это свидетельство того, что вы осознаете свое положение и свои дела как сына или дочери сверхъестественного Бога. Ваши уста открыты для восхваления и поклонения тому, кто дает вам изобилие. Не прекращайте молиться, потому что когда вы это сделаете, принесите мне свои просьбы и многое другое. Твой голос говорит мне о твоей любви, твое отношение подтверждает мне, что ты любишь меня.
и моя воля состоит в том, чтобы защитить твою семью и еще больше благословить тебя. Я хочу, чтобы ты начал этот день со спокойным и уверенным сердцем. Я позабочусь о ваших заботах, и если в какой-то момент дня вы почувствуете себя потерянным, тревожным, усталым или потерявшим направление, дайте мне минутку. Вы не тратите свое время, это для вашего же блага. Успокойся, почувствуй мое присутствие, размышляй над моим словом, размышляй над моими обещаниями, вдыхай мою любовь, которая окружает тебя. Я чувствую, как моя рука ласкает твою голову. Я буду рядом, чтобы обнять тебя и дать тебе почувствовать, что ты очень особенный для меня и всегда таким будешь. Мое мнение не меняется, и мое мышление не меняется со временем. Я не оставлю тебя и не покину тебя, пока ты веришь, что твои грехи прощены, хочешь позволить мне забыть твои ошибки и похоронить твое прошлое, и готов принять любовь вечного и всемогущего Бога. Все живые обещания моего слова сбудутся для вас. Поверьте в меня, и реки жизни потекут из вашего существа. Поверьте мне, и у вас будет смелость и сила победить силы зла. Надеюсь, Господь услышит ваши молитвы и направит вас во всех ваших начинаниях. Пусть грядущие дни будут наполнены благословениями. Примите мысль, что ваша удача полна чудес и прибылей, особенно во времена сомнений. Крепко держите истину в своем сердце. Господь – ваш свет и ваше окончательное знание. По мере приближения конца лета представьте, что внутри вас происходят глубокие перемены. Вы собираетесь излучать энергию, украшенную благами и наполненную новой жизненной силой. По словам Господа, Он исцелит ваши раны и принесет мир в ваше сердце. Подготовка необходима, потому что грядет поток чудесных благ. Небеса могут широко раскрыться и благословить вас и ваших близких изобилием доброты, как нежный дождь. У меня есть способность превратить вашу печаль в радость, вашу уязвимость в силу и ваше отчаяние в радость. Оставшаяся часть этой недели полна возможностей изменить жизнь. Преимущество и полнота божественного исцеления, несомненно, материализуются способами, которые Бог изобилия раньше считал недостижимыми. У вас может быть возможность погасить свои долги, купить дом своей мечты и обеспечить свою семью. Я хочу, чтобы мои дети жили в изобилии и процветании, а не в лишениях и бедности. Подумайте о том, чтобы принять этот вызов с процветанием в сердце. Ничто не может превзойти мою неограниченную силу ни сейчас, ни завтра, ни в будущем. Я готов сражаться в ваших битвах, как мощная сила на вашей стороне. Когда почувствуешь себя потерянным и разбитым, вернись ко мне. В обмен на ваши страдания я могу предложить вам здоровье, радость и мир. Будьте уверены, что Бог щедро исполнит ваши просьбы и ожидания. Его благосклонность будет сопровождать вас, куда бы вы ни пошли, если вы уважаете Его. Предположим, вы оказались в нужном месте в нужное время. Если это так, люди, вероятно, приложат все усилия, чтобы найти вас. Происходит сверхъестественное событие, небесные воинства разработали план, который унесет вас из вашего современного дома в царство, которое бросает вызов вашему воображению. Вас выбрали для необыкновенного путешествия эти небесные существа, украшенные прекрасными крыльями. Они могут нежно поднять вас и перенести в чудесный мир, полный радости и чудес.
Приготовься удивиться полноте этого чуда, мой малыш. Ваши тревоги и боли могут быть облегчены, а ваши трудные обстоятельства могут быть благословлены непоколебимой верой и благодарностью. Представьте, что вы богаты, здоровы и успешны. Сейчас настало время прожить жизнь беспрецедентного процветания во всех сферах вашего существа: деньги, счастье и успех. Чудеса случаются на вашем пути, превращая невзгоды в радость. Бог разрывает все негативные циклы в вашей жизни, открывая новый сезон свободы, изобилия и процветания. Волна удачи и успеха уже не за горами. Вы можете расслабиться, зная, что холодные объятия Божьей любви, целебные преимущества и вечный мир заменят все тревоги, стресс, напряжение и боль. Ваша история радости, исцеления и финансового изобилия в этом году будет полна качества. Долги могут быть оплачены, счета обработаны, и ваше финансовое положение может резко измениться в течение следующей недели. Будьте готовы добиться значительного прогресса. В конце месяца вы сможете пользоваться неограниченными преимуществами и возможностями поддержки. Благодаря неожиданным милостям Бога, финансовым прорывам и постоянным победам мир и изобилие пронизят весь ваш образ жизни. Ангелы-хранители ваших родителей могут помочь вам вернуть долги и защитить ваших близких от опасности. Мы приближаемся к экономическому чуду. В течение следующих 5 дней это вещество может принести ряд чудесных преимуществ, а также события, которые вас удивят. Вас ждет хорошее здоровье в достатке, легкий поток радости и процветания, как вода, текущая в ручье. На этой неделе не будет ничего, кроме первоклассных чудес. Нежность торжествует над тьмой. Бог говорит, что даже перед лицом банкротства и отчаяния, посреди хаоса, послание может дойти до нас. От невзгод к силе, от поражения к триумфу. Иисус пришел, чтобы дать вам победу и дар вечной жизни. Ответьте на приглашение Иисуса, получите Божье благоволение и мир. Посмотри на меня своими глазами, светоч царства, и я покажу тебе путь из тени к свету Иисуса Христа. Теперь ты и твоя семья будете жить во славе Божией, свободные от всякого стыда и страданий и наделенные множеством благ. Когда кажется, что надежды нет, помните, что Бог все еще работает и творит чудеса, которые изменят вашу жизнь. Всегда помните, что Господь, ваш пастырь, Он удовлетворит все ваши потребности и приведет вас к совершенной любви. Если вы когда-нибудь почувствуете потребность в компании, вы всегда можете остановиться у нее. Когда вам плохо, идите с Богом, доверяйте Ему. Всегда есть Бог, который с вами. Это залог того, что Господь будет с тобой во всяком зле, будет вести твои битвы и успокоит каждую бурю. В эти дни ваше существование будет наполнено изобилием счастья и спокойствия. Он обладает силой привлечь здоровье, процветание и любовь, которых вы и ваши близкие действительно заслуживаете, когда вы молитесь. Во имя Иисуса ваши просьбы будут услышаны, когда бы вы ни попросили. Вы переживаете величайшее воскресение в своей жизни, и Бог помогает вам встать на ноги. К вам приходят ангелы-помощники, пришел ответ на ваши молитвы, а божественный финансовый актив ухудшается. Отец, я молюсь, чтобы мы могли молиться вместе. Я благодарен, что Ты освободил меня от бремени прошлых прегрешений.
Пожалуйста, помогите мне избавиться от стыда и вины, чтобы я мог полностью принять изменения, которые вы вносите в мою жизнь в этом году. Иисус Христос, за то, что я прошел вместе со мной через взлеты и падения жизни, я всегда благодарен. Возможность называть Тебя Богом – это благословение, потому что Ты чудесен, безупречен и первоклассный. Поскольку Бог предписывает вам и вашей семье изысканный образ жизни, Он готовит изменения в ваших обстоятельствах. Чудесное исцеление возможно даже перед лицом невзгод. Ваши раны заживут. Когда вы в депрессии, помните, что Бог всегда с вами, предлагая вам силы и утешение. По словам Бога, с вами вот-вот произойдет чудо. Вы ни в чем не потерпите неудачу, потому что ваши ангелы-хранители приведут вас к наилучшему результату. Если вас окружает разочарование или неуверенность, я желаю вам только добра. Вечное счастье вместо этого Он обратился ко мне. Я стремлюсь внести позитивные изменения в вашу жизнь, потому что я люблю вас. Отложите свои заботы, трудный процесс банкротства почти завершен. Космос посылает вам чудесные вибрации, финансовую помощь и чудеса. Как бы далеко вы ни находились от Бога, вы можете быть уверены, что Он всегда с вами, чувствуете вы это или нет. Не удивляйтесь, если ваши цели потерпят неудачу. Однако у Бога есть гораздо больший план для вашей жизни. Это преимущество, которое меняет жизнь и вот-вот станет реальностью. Предлагаемые Богом альтернативы всегда превосходят ожидания. Следующая неделя принесет вам правильные знания, ответы на молитвы и прорывы. Итак, пока вы не беспокойтесь, сосредоточьтесь на поклонении. Поскольку Бог превращает ваши страдания в радость, ваши трудности в приобретение, а ваши потери в чудо, этот год обещает новый уровень жизни, благоприятствуемый божественным и чудесным. Я хочу, чтобы сегодня, как и завтра, вся неделя и весь месяц был для тебя чудесным днем. Начинайте каждый день здесь со мной, слушайте меня, разговаривайте со мной, делитесь своими разочарованиями и рассказывайте мне о своих победах. Давайте вместе спланируем ваши желания, нарисуем карту, которая приведет вас к вашей мечте. Пожалуйста, не будьте слишком требовательны. Волнение только лишает вас душевного спокойствия. Живите, не боясь наказания. Я далек от того, чтобы злиться на тебя каждый раз, когда ты совершаешь ошибку или терпишь неудачу. Ты моя дочь, мой любимый сын, и я хочу, чтобы ты никогда не забывал эти истины, которые я открываю твоему сердцу. Есть прощение, есть сила в моей пролитой крови, есть мир и спасение. В моем воскресении для вас есть вечная и изобильная жизнь. С сегодняшнего дня вы испытаете прекрасное доверие, невероятную безопасность, любовь и привязанность, которых вы, возможно, никогда раньше не чувствовали. И каждый день ты будешь приходить меня слушать, разговаривать со мной, и, несмотря ни на что, каждое утро будешь просыпаться с сердцем, полным веры, в мире и спокойствии. Скажи мне, во что ты веришь, сын или дочь? Начни этот день с осознания того, что все будет хорошо, потому что я знаю обо всем, что ты делаешь. У вас доброе сердце, и каждое доброе дело, которое вы сделаете, будет для вас великим благословением.